Воздух в прихожей вдруг стал густым и тяжелым, словно его можно было резать ножом. Тишина, нарушаемая лишь испуганным тиканьем старых часов, звенела так оглушительно, что закладывала уши. Я увидел ее, мою Ирину, в объятиях другого мужчины, и в этот самый миг хрустальная ваза с астрами, которую я машинально выпустил из рук, разлетелась на тысячи сверкающих осколков, похоронив под собой тихую радость нашего дома. Этот звук, резкий и окончательный, стал похоронным звоном по моей почти полувековой жизни, по всему, во что я верил. Зовут меня Анатолий Петрович Глазков, и 72 года уже стукнуло мне этой весной. Живу я в Нижнем Новгороде, в нашем старом еще от родителей доставшемся доме в Автозаводском районе. Всю жизнь, почитай с самой юности, отдал я связи, работал телеграфистом на главпочтамте, и еще в том советском Горьком. Помню, как пальцы отстукивали морзянку, отправляя по всей необъятной стране вести. И радостные, и горькие. И я был проводником человеческих судеб, невидимой нитью, связывающей города и сердца. Работа была уважаемая, ответственная. А в 2007-м, когда мне стукнуло 54, вышел на пенсию. Жизнь моя с тех пор текла тихо и размеренно, как наша Ока, безветренный день. Простая жизнь без столичных замашек и новомодных причуд. Утром зарядка, завтрак, который всегда готовит моя Иринушка, потом возня с нашим маленьким внуком Петенькой, или в саду что-нибудь подправить, или с мужиками в домино во дворе забиться. Денег хватало. Пенсия у меня неплохая, плюс у Ирины своя. Жили небогато, но и нужды не знали. Главное ведь не в деньгах счастье, а в покое и ладе семейном. Так я всегда думал. И казалось мне, что покой этот — незыблемая крепость, построенная за 47 лет совместной жизни. Крепость, стены которой нерушимы. До того самого апрельского утра. Это был вторник, один из тех дней, что теперь, оглядываясь назад, кажутся мне зловеще черными в календаре моей памяти. Солнце заливало нашу небольшую кухню теплым светом, играя бликами на граненом стакане в моем старом подстаканнике. Пахло свежезаваренным чаем и оладьями, которые Ирина пекла мастерски. Пышные, ноздреватые, с хрустящей корочкой. Мы сидели за столом втроем. Я, Ирина и наш 5-летний Петенька. Наша общая радость и забота. Он живет с нами с самого рождения. С тех пор, как дочка наша, Светлана, овдовела и, чтобы не оставаться одной, перебралась к нам. Петенька, деловито размазывая сметану по оладушку, вдруг поднял на меня свои ясные, как васильки, глаза и спросил с детской непосредственностью, которая обезоруживает и ранит одновременно: «Деда, а почему ты не пользуешься такими вкусными духами, как другой дедушка? Он приходит, когда ты уходишь в поликлинику». Ложка в руке Ирины замерла на полпути ко рту. Я увидел, как ее глаза на секунду встретились с моими. Всего на мгновение. Но в этом взгляде мелькнуло что-то похожее на испуг загнанного зверька. Тут же она заставила себя рассмеяться, но смех получился каким-то сдавленным, ненатуральным. «Ох, Петенька, фантазер ты наш», — сказала она, торопливо вставая из-за стола, чтобы подлить мне чаю. Придумал себе еще одного дедушку, вечно у него какие-то выдумки в голове. Я кивнул, силясь улыбнуться. Да, Петя у нас мальчик с богатым воображением. Вечно у него то невидимые друзья, то говорящие игрушки. Чего уж проще.
придумать еще одного дедушку. Обычное дело для ребенка его возраста. Я и сам почти поверил в это, допил свой чай, стараясь не думать о странной фразе, брошенной внуком. Но что-то внутри уже надломилось, словно тонкая трещинка пошла по гладкому стеклу моей уверенности. Эта неловкая пауза, этот беглый, испуганный взгляд Ирины. Весь оставшийся день я ходил сам не свой, а память, услужливая и жестокая, начала подбрасывать мне обрывки других, прежде казавшихся незначительными, эпизодов. Вспомнился разговор с соседом Степаном Ивановичем месяца 3 назад. Стояли мы у калитки, курили. «А что, Петрович, — говорит он, — брат твой опять приезжал? Машина-то у него зверь, не наша Лада». Я тогда еще удивился, ответил, что нет у меня никакого брата, я один у родителей рос. Степан Иванович смутился, пробормотал, мол, обознался, видать, и мы сменили тему, а я и забыл. До сего дня. И слова Петеньки тоже вспомнились, другие, как он с восторгом рассказывал про блестящую серебряную машину, большую-большую, которую видел из окна. Я тогда посмеялся, подумал, насмотрелся мультиков про трансформеров и про шоколадки, которые ему приносил добрый дядя, когда дедушки нет дома. Ирина тогда отмахнулась, сказала, что это она сама его угощала, а он, мол, напутал. 71 год я прожил на этом свете. Почти 50 из них с одной женщиной. Я думал, что знаю о ней все, что мы с ней одно целое, 2 берега одной реки. И никогда, ни на единый миг я не позволил бы себе усомниться в ней. Но в тот апрельский вторник, после невинного детского вопроса, в фундаменте моей крепости появилась первая трещина. И я еще не знал, что под этой крепостью уже давно зияет бездонная пропасть. Та детская фраза, брошенная за завтраком, поселилась во мне как заноза. Она не болела постоянно, но стоило неловко повернуться в своих мыслях, как она тут же впивалась в самое сердце острой колющей тревогой. Я гнал от себя дурные мысли, упрекал себя в старческой мнительности, но они возвращались, кружили, как воронья над падалью. Чтобы отвлечься, я заставлял себя уходить в воспоминания, в то далекое и, как мне казалось, чистое прошлое, где все было просто и понятно, где не было места лжи. Я родился не здесь, в большом городе, а в Павлово, городке на той же Оке, известном своими мастерами-оружейниками и знаменитыми павловскими лимонами, которые умудрялись растить в суровом нашем климате. Отец мой, Петр Глазков, всю жизнь проработал на заводе. Руки у него были черные от металла и масла, но сильные и надежные. Мать, Анна, была тихой и ласковой, всю себя посвятила дому и нам, 3 детям. Я был младшим. Жизнь в Павлово была немудреной. Школа, помощь родителям по хозяйству. Летом купание в реке до посинения, зимой самки с ледяной горы. В 60-е, когда я заканчивал школу, все мальчишки мечтали о заводах, о рабочих профессиях. Я тоже пошел по стопам отца, устроился на гидроагрегат. Но душа моя тянулась к другому. Я с детства любил книги, зачитывался Жюлем Верном и мечтал о дальних странах, о передаче вестей через океаны. И когда в местной газете я увидел объявление о наборе в Горьковское училище связи, я понял — это мой шанс. В Горький я приехал в 70-м, 17-летним пацаном, с одним фанерным чемоданом, в котором лежали 2 смены белья, аттестат и буханка маминого хлеба, завернутая в рушник. Большой город оглушил меня, ослепил огнями проспекта Ленина, шумом трамваев. Я поселился в общежитии на окраине и с головой ушел в учебу. Телеграфное дело, морзянка, эти точки и тире, которые складывались в слова, в судьбы,
Все это завораживало меня. Я чувствовал себя причастным к чему-то великому, к паутине, опутавшей всю страну. После училища меня распределили на главпочтамт, в самое сердце города. Я помню этот гул в большом операционном зале, стрекот телеграфных аппаратов, похожий на песню цикад, сосредоточенные лица девушек-телеграфисток. Я был горд своей профессией, своим синим форменным кителем. И именно там, среди этого гула и стрекота, я впервые увидел ее, Ирину. Она работала в отделе подписки, и каждый раз, когда я проходил мимо, я невольно замедлял шаг. Стройная, с густой русой косой ниже пояса и глазами цвета лесного ореха. Она не была крикливой красавицей. Ее прелесть была тихой, сдержанной. Она держалась с достоинством, говорила негромко, и когда улыбалась, а улыбалась она редко, на щеках у нее появлялись две очаровательные ямочки. Я, деревенский парень, робкий и неуклюжий, долго не решался подойти. Целый месяц я просто смотрел на нее издалека. Наконец, набравшись смелости, подкараулил ее после смены и, краснея и заикаясь, пригласил в кино. В тот вечер мы смотрели «Белое солнце пустыни» в кинотеатре «Октябрь». Я почти не помню фильм, потому что все время смотрел на ее профиль в полумраке зала, на то, как дрожат ее ресницы, и боялся даже вздохнуть, чтобы не нарушить это волшебство. Так начались наши встречи. Мы гуляли по набережной Федоровского, глядя на стрелку, где Ока впадает в Волгу. Она рассказывала мне о своей мечте поступить в педагогический, стать учительницей русского языка и литературы. Я читал ей стихи Есенина, которые знал наизусть. Мы были молоды, и весь мир, казалось, лежал у наших ног. Через год мы поженились. Свадьба была скромная, в столовой нашего предприятия. Но мне казалось, что пышнее и радостнее праздника не бывает на свете. И именно тогда, в самом начале нашей совместной жизни, в ней появился он, Константин, мой двоюродный брат. Он был сыном маминой сестры, которая в свое время удачно вышла замуж за московского чиновника и уехала в столицу. Костя был моим ровесником, но казалось, что между нами целая пропасть. Он приезжал в Горький редко, к бабушке, и каждый его приезд становился событием. Он привозил с собой столичный лоск, заграничные джинсы, модную музыку на бобинах и какую-то снисходительную уверенность в себе. Я познакомил его с Ириной вскоре после нашей свадьбы. Мы случайно встретились на улице Свердлова. Помню, как Костя смерил мою молодую жену оценивающим взглядом, от которого мне стало не по себе. Он рассыпался в комплиментах, говорил громко, пытался острить. «Ну, Толян, не продешевил», — хлопнул он меня по плечу. «Такую красавицу отхватил в нашем захолустье». Я чувствовал, как во мне закипает глухое раздражение. Его «Толян» резало слух, а захолустье больно задевало мою гордость за наш город. Но я сдержался. Ирина, верная своему характеру, держалась вежливо, но отстраненно. Однако я видел, как ее женское любопытство было задето. Костя рассказывал о московских театрах, о закрытых показах в Доме кино, о жизни, которая для нас с Ириной была чем-то из другого мира, со страниц журнала «Огонек». Вечером мы сидели у нас в нашей крохотной комнатке в коммуналке, и Ирина, расплетая свою косу, задумчиво сказала: «Интересный твой брат, другой совсем, не то что наши
простые. Это другой тогда не вызвало у меня тревоги. Я и сам понимал, что он другой. Но сейчас, спустя почти 50 лет, это слово эхом отозвалось во мне, сливаясь со словами моего 5-летнего внука. Другой дедушка. За все эти годы мы виделись с Костей от силы раз 10. На похоронах, на редких семейных юбилеях. Он сделал блестящую карьеру, стал каким-то крупным начальником в министерстве, потом в 90-е ушел в бизнес. Каждая наша встреча проходила по одному и тому же сценарию. Он с покровительственной улыбкой расспрашивал о моей спокойной жизни, о зарплате телеграфиста, а потом начинал рассказывать о своих успехах, о поездках в Париж и Лондон, о своей квартире на Тверской. И всегда он уделял особое внимание Ирине. Он привозил ей заграничные духи, французские шелковые платки. «Это тебе, Иринушка», — говорил он, целуя ей руку, «чтобы не забывала, что есть на свете и другая жизнь, кроме этого унылого Поволжья». Я скрипел зубами, но молчал. Что я мог ему противопоставить? Свою честную, но скромную жизнь, любовь, которая, как мне казалось, не нуждается в шелковых платках. Ирина принимала подарки с вежливой улыбкой, благодарила, а потом убирала их в дальний ящик комода. И я успокаивал себя тем, что все это лишь столичная блажь, которая не трогает ее сердце. Господи, каким же я был слепцом! Или просто не хотел видеть. Ведь так было удобнее, спокойнее. Жить в своей уютной, предсказуемой крепости и не замечать, как под ее стенами уже давно роют подкоп. И вот теперь, когда стены зашатались, я судорожно перебираю в памяти эти пыльные осколки прошлого, пытаясь сложить из них картину, понять, где и когда я проглядел начало конца. В 80-е родилась наша Светочка. Это было такое счастье, такое чудо. Я, 30-летний мужик, не мог без слез смотреть на этот крохотный комочек, который сопел у меня на руках. Ирина расцвела, стала еще красивее. Вся ее нерастраченная нежность, все мечты о материнстве воплотились в этой девочке. Мы жили для нее. Я пропадал на работе, чтобы у дочки было все самое лучшее, и нарядные платьица, и немецкие куклы, и поездки на море в Крым. Ирина, хоть и окончила заочно свой педагогический, так и не пошла работать в школу. «Кто же будет Светой заниматься?» — говорила она. И я был с ней согласен. Она водила ее в музыкальную школу, на танцы, читала ей на ночь книги. Мы были настоящей семьей, единым целым. Потом Света выросла, выучилась на врача, вышла замуж за Романа, хорошего парня, тоже доктора. Мы с Ириной радовались их счастью, помогали, чем могли. А когда родился Петенька, нашему восторгу не было предела. Я, вышедший на пенсию, все свое время посвящал внуку. Гулял с ним, строил замки из песка, учил названия деревьев в нашем саду. А потом в нашу семью пришла беда. Страшная, неотвратимая. У Романа обнаружили рак. Сгорел он быстро, за полгода. Света осталась одна в 28 лет с годовалым ребенком на руках. Мы, не сговариваясь, решили, что она с Петей переедет к нам. Так будет легче. Мы поможем, поддержим. Наш дом снова наполнился детским смехом, игрушками, заботами. Казалось, общее горе еще крепче сплотило нас. Мы стали для Светланы и Пети надежным тылом.
тихой гаванью, где можно укрыться от жизненных штормов. Ирина взяла на себя все хозяйство, готовку, а я — прогулки и игры с внуком. Мы жили одной жизнью, дышали одним воздухом. По крайней мере, я так думал. И вот теперь в этой тихой гавани, откуда ни возьмись, подул ледяной, пронизывающий ветер. Тревога, поселившаяся во мне после того разговора за завтраком, не отпускала. Я стал наблюдать. Я, проживший с женой почти 50 лет и никогда не позволявший себе даже тени подозрения, превратился в сыщика в собственном доме. И чем больше я наблюдал, тем больше находил подтверждений своим самым страшным догадкам. Вторник и четверг. Эти 2 дня стали для меня средоточием боли и страха. Раньше я не замечал, но теперь видел ясно. Именно в эти дни Ирина была другой. Она просыпалась с каким-то лихорадочным блеском в глазах, напевала себе под нос, чего обычно не делала. Доставала из шкафа непривычный домашний халат, а лучшее свое платье, то, что надевала по праздникам. Долго крутилась у зеркала, подкрашивала губы, пользовалась французскими духами из флакона, который много лет назад подарил ей Костя и который, как я думал, давно выдохся. «Куда ты так наряжаешься, Ириш?» — спросил я однажды, стараясь, чтобы голос звучал как можно беззаботнее. «Да так, Толя», — ответила она, не глядя на меня. «Просто для себя, чтобы не превращаться в старуху в застиранном халате». В эти дни она особенно настойчиво напоминала мне о визите в поликлинику. «Толя, тебе же к 10. Не опоздай. Там запись, потом не примут. Анализы, процедуры, осмотр у уролога. Моя мужская хворь. Мой простатит, который я воспринимал как унизительное напоминание о старости, теперь стал ширмой для чего-то еще более унизительного. В эти дни я уходил из дома, сгорбившись не столько от недуга, сколько от тяжести подозрений. И каждый раз, уходя, я видел, как Петенька прижимается к ноге Ирины, и во взгляде его читалась какая-то взрослая, непонятная тоска. Однажды в четверг я вернулся раньше обычного. Врача срочно вызвали на операцию, и прием отменили. Я открыл калитку своим ключом и тихо вошел во двор. У Даны было тихо. Я заглянул в окно кухни. Пусто. И тут я услышал голоса, доносившиеся из глубины сада, из-за старой яблони. Один голос был Иринин. Смеющийся, кокетливый, совсем не такой, каким она говорила со мной. Второй голос был мужской, незнакомый, с бархатными, уверенными интонациями. Я замер за углом дома, сердце колотилось где-то в горле. «И не говори, что он ничего не замечает», — говорил мужской голос. «Этот твой телеграфист совсем из ума выжил на старости лет». «Толя простой, доверчивый», — отвечала Ирина, и в ее голосе я услышал нотки, которые сводили меня с ума. Это был голос молодой девчонки, флиртующей с парнем на танцах. Он думает, что я до сих пор та самая девочка с русой косой, которую он встретил на почте. «Ну, девочка, пора тебе уже из своей деревни выбираться», — рассмеялся мужчина. «Что ты здесь забыла? Поехали со мной? В Москве жизнь, а здесь болото». Я не мог больше этого слышать. Я сделал шаг назад, стараясь ступать бесшумно, как вор. Выскользнул за калитку и пошел, куда глаза глядят. Я бродил по улицам нашего района, мимо знакомых с детства домов, и не узнавал их. Мир вокруг меня стал чужим.
враждебным. Я сел на скамейку в сквере и только тогда понял, что по щекам у меня текут слезы. Впервые со дня смерти матери я плакал. Плакал от унижения, от боли, от бессилия. Вернулся домой я только к вечеру. Ирина встретила меня на пороге, на лице маска заботы. «Толенька, где же ты был? Я уже вся извелась, телефон не берешь». Засиделся с мужиками в парке. В шахматы играли, соврал я, не глядя ей в глаза. Впервые за 47 лет я врал ей. На столе стоял ужин. В доме пахло чем-то чужим, сладковатым, терпким. Тем самым парфюмом другого дедушки. Вечером, когда мы остались одни, я не выдержал. «Ирин», — сказал я, глядя в стену. «А помнишь, ты мне рассказывала, что хочешь поехать в Москву в Третьяковку? Давно мечтала. Давай съездим на следующие выходные». Она замерла. «Что ты, Толя, какая Москва? На кого мы Петю оставим? Да и дела. Какие у тебя дела по выходным?» Я повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. Какие такие неотложные дела могут быть у пенсионерки? Она отвела взгляд. Огород, заготовки, мало ли дел у хозяйки. В ту ночь я не спал. Я лежал и слушал ее ровное дыхание рядом. Дыхание чужого, незнакомого мне человека. И я понял, что больше не могу жить в этом тумане. Мне нужна была правда, какой бы страшной она ни была. Я понял, что ходить вокруг да около, мучая себя догадками, больше нет сил. Неведение, приправленное подозрениями, оказалось страшнее любой, даже самой горькой правды. Мне нужны были не косвенные улики, не обрывки подслушанных фраз, а неопровержимые доказательства. Доказательства, которые я мог бы предъявить и ей, и самому себе. План созрел в моей голове за одну бессонную ночь. Простой и жестокий. В следующий вторник я должен был все увидеть своими глазами. Утром я действовал, как в шпионском кино. Собрал сумку с вещами для поликлиники, положил туда старый свитер, термос, поцеловал на прощание Ирину, которая, как и в прошлые разы, была неестественно оживлена и нарядна. «Ты сегодня прямо светишься, Ириш», — сказал я, глядя ей в глаза. «Словно на свидание собралась». Она на миг замерла, но тут же нашлась. «Глупости не говори, старый. Просто весна, настроение хорошее. Ты иди, не опаздывай». Я вышел из дома, но в поликлинику не поехал. Вместо этого поставил свою старенькую шестерку за углом на соседней улице, в тени разросшейся липы, откуда хорошо просматривалась наша калитка, и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Минут через 15 к нашему дому подкатил блестящий черный «Мерседес». Тот самый, который описывал Степан Иванович. Из него вышел мужчина. Даже на расстоянии я узнал его. Холеная седина, дорогая куртка, уверенная походка. Константин. Калитка отворилась прежде, чем он успел к ней подойти. На пороге стояла Ирина. Она улыбалась той самой улыбкой, которую я не видел уже много лет. Молодой, задорный, счастливый. Она бросилась ему на шею, и он, подхватив ее, закружил на месте, как мальчишка и девчонка. Я сидел в машине, вцепившись в руль так, что побелели костяшки пальцев. Я не чувствовал боли, не чувствовал гнева. Внутри была только ледяная, звенящая пустота. Словно из меня вынули душу, а вместо нее оставили дыру, в которую со свистом задувал холодный ветер. Я смотрел, как они, обнявшись, вошли в дом. В мой дом. И дверь за ними закрылась. Я не выскочил из машины, не побежал туда, чтобы кричать, бить, выяснять. Та часть меня, которая могла бы это сделать, умерла в тот момент. Остался только старый, уставший человек,
который вдруг понял, что вся его жизнь, все 47 лет были построены на лжи. Просидев в машине около часа, я завелся и поехал. Но не домой. Я поехал на рынок, в тот самый павильон, где торгуют всякой китайской электроникой. Там я купил то, что еще вчера показалось бы мне дикостью. Крошечную видеокамеру, замаскированную под зарядное устройство для телефона. Продавец, молодой ушлый парень, объяснил мне, как она работает. Вернувшись домой, я застал Ирину на кухне. Она порхала по комнате, напевая какую-то модную песенку. На столе стояла ваза со свежими розами, такими, какие у нас в саду никогда не росли. «О, Толенька, ты уже вернулся? А я вот решила нас побаловать, ужин праздничный приготовить. Настроение такое». Она осеклась, увидев мое лицо. «Что-то случилось? Ты бледный какой-то. Врачи», — выдавил я. «Ничего хорошего не сказали. Устал. Пойду прилягу». Я поднялся в нашу спальню и установил камеру на книжной полке напротив дивана в гостиной. Объектив крошечный, как булавочная головка, был почти незаметен среди корешков старых книг. Затем я ушел в свою комнату, бывшую комнату дочери, и лег, уставившись в потолок. Следующие 2 дня я жил как в тумане. Я почти не разговаривал с Ириной, ссылаясь на плохое самочувствие. А в четверг утром все повторилось, как в кошмарном сне. Ее наряд, ее духи, ее нарочитая забота о моем визите к врачу. Я снова уехал, отсиделся в машине, дождался приезда Константина. Но на этот раз я не стал наблюдать, я дал им время. Час, 2. Потом я позвонил Свете. «Светочка, дочка», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Мне что-то нехорошо, голова кружится. Можешь заехать за мной с работы и отвезти домой?» «Конечно, папочка, что случилось?» — встревожилась она. «Я сейчас отпрошусь и приеду». Я назвал ей адрес кофейни недалеко от нашего дома. Когда она приехала, я сел в ее машину. «Пап, ты выглядишь ужасно. Поехали в больницу». «Нет, дочка, поехали домой. Только сначала я должен тебе кое-что показать». Я достал телефон и включил прямую трансляцию с той самой камеры. На маленьком экране разворачивалась сцена, от которой у меня потемнело в глазах. Гостиная нашего дома. На диване Ирина и Константин. Они смеялись, пили вино из наших свадебных бокалов. Он обнимал ее, целовал, и она отвечала ему с такой страстью, какой я не видел в ней никогда. Света смотрела на экран, ее лицо становилось белым, как полотно. Она молча остановила машину у обочины и ее вырвала. Потом она долго сидела, уставившись в одну точку, и по ее щекам катились крупные беззвучные слезы. «Поехали, наконец», — сказала она глухим, чужим голосом. «Поехали домой». Мы подъехали к дому. Черный «Мерседес» стоял прямо у нашей калитки, нагло вызывающе. Мы вошли. Светлана шла впереди, я за ней, держа в руке вазу с астрами, которые утром срезал в саду. Они услышали наши шаги, когда мы были уже в прихожей. Голоса в гостиной смолкли. Мы вошли. Воздух в прихожей вдруг стал густым и тяжелым, словно его можно было резать ножом. Тишина, нарушаемая лишь испуганным тиканьем старых часов, звенела так оглушительно, что закладывала уши. Я увидел ее, мою Ирину, в объятиях другого мужчины. И в этот самый миг хрустальная ваза с астрами, которую я машинально выпустил из рук, разлетелась на тысячи сверкающих осколков, похоронив под собой тихую радость нашего дома. Этот звук, резкий и окончательный,
стал похоронным звоном по моей почти полувековой жизни, по всему, во что я верил. Ирина отскочила от Константина, как от огня. На ее лице застыло выражение ужаса, которое я буду видеть в своих кошмарах до конца дней. Константин, напротив, был спокоен. Он лишь поправил воротник своей дорогой рубашки и посмотрел на нас с ленивым любопытством, как на незваных гостей, нарушивших его покой. «Толя? Света?» — пролепетала Ирина. «Вы же... Мы же должны были быть в другом месте?» Закончила за нее Светлана. Голос ее был ровным, ледяным, и от этого спокойствие становилось еще страшнее. «Мама, как ты могла? Здесь, в нашем доме?» Из детской комнаты, услышав шум, выбежал Петенька. «Другой дедушка!» — радостно закричал он, бросаясь к Константину. «Ты приехал, а ты принес мне обещанный вертолет!» Константин улыбнулся и подхватил ребенка на руки. «Конечно, принес, малыш, все, что обещал». И в этот момент я понял, что капкан, в который я попал, захлопнулся окончательно. И из него уже не было выхода. Радостный крик Петеньки, другой дедушка, пронзил оглушительную тишину, как удар хлыста. Для него это был просто праздник. В доме собрались все, кого он любит, и тот, другой, принес обещанную игрушку. Для нас, взрослых, этот крик стал приговором. Он безжалостно вскрыл гнойник, который так долго зрел под тонкой кожей нашего семейного благополучия. «Мама». Голос Светланы был едва слышен, но в нем звенел такой холодный металл, что я поежился. «Объясни». Ирина стояла посреди комнаты, бледная, растерянная. Она смотрела то на меня, то на дочь, то на Константина, который все еще держал на руках сияющего Петю. Она открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба, но не могла произнести ни слова. «Что тут объяснять, Светочка?» — вмешался Константин. Его голос, как всегда, был пропитан самодовольством и снисходительностью. «Твоя мама — прекрасная женщина. Она заслуживает большего, чем это прозябание в провинции со стариком. Поставь моего сына на пол», — отчеканила Света, не удостоив его взглядом. В ее тоне было столько власти и презрения, что Костя на миг опешил и подчинился. Как только Петенька оказался на полу, Света подошла к нему, взяла за руку. «Петя, солнышко, иди, пожалуйста, в свою комнату. Поиграй там немного. Дедушка Костя сейчас уйдет, а мы с бабушкой и дедушкой поговорим». «Но он же принес мне вертолет!» — запротестовал мальчик, показывая на яркую коробку в руках Константина. «Мы поговорим об этом позже, милый. Иди», — твердо повторила Света. Петя, чувствуя, что происходит что-то неладное, неохотно побрел наверх, то и дело оглядываясь. Когда шаги ребенка затихли, Света повернулась к Константину. «Я хочу, чтобы ты ушел из этого дома. Сейчас же. И чтобы ноги твоей здесь больше не было. Девочка моя, ты, кажется, не в том положении, чтобы ставить условия», — усмехнулся он. «Этот дом принадлежит твоей матери. И она, я думаю, будет рада, если я останусь. Не так ли, Ириша?» Все взгляды устремились на Ирину. Она стояла, ссутулившись, словно постарев на 10 лет за эти несколько минут. Она посмотрела на меня, и в ее глазах я увидел мольбу. Потом на Светлану, в ее взгляде была непробиваемая стена холода. Потом снова на Константина, на его самодовольное лицо. И вдруг что-то в ней переломилось. Она выпрямилась, в глазах ее блеснула та самая искорка гордости, которую я когда-то так любил. «Уходи, Костя», — сказала она тихо, но отчетливо. «Пожалуйста, уходи». Улыбка сползла с его лица. «Что? Ириша, ты серьезно? После всего, что между нами было? То, что было, была ложь». Голос ее окреп.
Я сама позволила этой лжи случиться. Я сама в ней жила. Но сейчас, когда я вижу лицо своей дочери, когда я вижу глаза своего мужа, я больше не могу. Это конец, Костя, уходи. Он мгновение смотрел на нее, не веря. Возможно, в его вселенной не укладывалось, что женщина может променять его, успешного и богатого, на старика-телеграфиста. Злость исказила его холеные черты. «Ты еще пожалеешь об этом, Ира», — процедил он сквозь зубы. «Думаешь, он тебя простит? Думаешь, у тебя еще много времени впереди с ним? Да кому ты будешь нужна? Это уже не твое дело», — ответила она, отворачиваясь. «Вы все семейка жалких неудачников», — бросил он уже с порога. «Живите в своем болоте». Хлопнула входная дверь. В наступившей тишине было слышно, как Ирина тяжело, судорожно дышит, пытаясь сдержать рвущиеся наружу рыдания. Она опустилась на диван и закрыла лицо руками. Светлана стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на мать без всякого сочувствия. А я чувствовал себя опустошенным. Словно из меня выкачали весь воздух. Не было ни злости, ни желания мстить. Только тупая, ноющая боль и огромная, всепоглощающая усталость. «Я пойду к Пете», — наконец сказала Света, нарушив тишину. «А вы поговорите, если вам еще есть о чем говорить». Она поднялась наверх, мы остались с Ириной одни. Впервые за много лет нам предстоял разговор, от которого мы оба бежали. «Толя», — начала она, ее плечи сотрясались от беззвучного плача. Я поднял руку, останавливая ее. «Не надо, Ира, не сейчас. Я не могу сейчас тебя слушать, не могу смотреть на тебя и не видеть, как ты целуешься с ним в нашем доме, на нашем диване». «Прости меня», — прошептала она. «Простить?» — я горько усмехнулся. «Как можно простить 47 лет лжи? Или сколько их было? 10, 15? Когда это началось, Ира?» Она молчала, только плакала все горше. «Я должен уйти», — сказал я, скорее себе, чем ей. «Мне нужно время». «Куда ты пойдешь? Толя, не уходи». «Время, Ира», — повторил я. «Мне нужно время, чтобы решить, хочу ли я вообще продолжать жить в этом браке, если от него еще хоть что-то осталось». Я медленно поднялся по лестнице, чувствуя, как каждый шаг отзывается болью во всем теле. В комнате Петеньки я застал Светлану. Она сидела на краю кровати и смотрела, как сын увлеченно рисует что-то в своем альбоме. «Пап!» — начала она, но я ее перебил. «Все хорошо, дочка. Все будет хорошо», — соврал я, силясь улыбнуться, чтобы не напугать ее еще больше. «Ты как?» «Я?» — она горько усмехнулась. «Я не знаю. Я думала, у меня есть семья, родители, которые любят друг друга. А оказалось, что жизнь сложнее, чем в книжках», — закончил я за нее. «Не вини себя ни в чем. И ее постарайся пока не судить». «Что ты будешь делать?» — спросила она, и в ее глазах я увидел неподдельный страх за меня. «Мне нужно побыть одному, подумать. Я поеду на дачу к Степану Ивановичу, он звал на рыбалку. Побуду там несколько дней. Пап, может, не надо? Может, лучше к нам с Даней?» Даниил был вторым мужем Светы. Хороший, порядочный человек, который принял Петю как родного. «Нет, дочка, спасибо. Мне действительно нужно побыть одному. Присмотрите тут за ней и за Петей». Я подошел к внуку. Он поднял на меня глаза и показал рисунок. На листе бумаги были нарисованы 4 человечка, держащиеся за руки. «Это папа, это мама,
пояснил он, показывая на фигурки поменьше. «Это ты, деда, а это...» Он запнулся. Я посмотрел на четвертую фигурку, нарисованную чуть поодаль от остальных. «А это другой дедушка». Закончил я за него. «Да, Петенька?» Он кивнул. «Он больше не придет?» «Нет, малыш», — сказал я, погладив его по голове. «Он больше не придет». Я спустился вниз, собрал в старую спортивную сумку смену белья, бритву, таблетки от давления. Ирина все так же сидела на диване, оцепенев от горя. Я прошел мимо, не сказав ни слова. На стене в прихожей висела наша свадебная фотография. Мы, 20-летние, смеющиеся, полные надежд. Я смотрел на улыбающуюся девушку с русой косой и не узнавал ее. На улице уже стемнело. Я сел в свою старую шестерку, завел мотор и поехал прочь. Прочь от своего дома, от своей жизни, от женщины, с которой прожил почти полвека. Я не знал, куда я еду на самом деле, и вернусь ли я когда-нибудь обратно. Впереди была только темная, неизвестная дорога и оглушающая пустота внутри. Старая шестерка несла меня по ночному шоссе прочь от города. Огни Нижнего остались позади, растворились в темной апрельской ночи. Я ехал сам, не зная куда, просто ехал, чтобы не оставаться на месте, чтобы гул мотора заглушал гул в моей голове. Каждая деталь того вечера, каждый взгляд, каждое слово впивались в память, как осколки той самой разбитой вазы. Я ехал несколько часов, пока не понял, что бензин почти на нуле. Остановился на какой-то захудалой заправке посреди леса. Пока пожилой заправщик, кряхтя, заливал в бак бензин, я сидел, уставившись в лобовое стекло, на которое падали редкие капли запоздалого дождя. Телефон, лежавший на соседнем сиденье, завибрировал. Света. Я сбросил вызов. Потом еще раз. И еще. Я не мог сейчас говорить даже с ней. Что я мог ей сказать? Что ее отец, старый дурак, прожил жизнь в розовых очках и только в 72 года понял, что его мир — карточный домик. Что ее мать, которую она считала идеалом, оказалась кем? Я не находил слов. Дача Степана Ивановича встретила меня тишиной и запахом сырой земли. Он, старый мой товарищ еще по почте, был немногословен. Увидев мое лицо, он все понял без лишних вопросов. «Проходи, Петрович. Самовар стынет». Мы сидели на его крохотной кухоньке до самого рассвета. Я рассказывал все. Выворачивал душу наизнанку, как старый прохудившийся карман. Говорил о своих подозрениях, о камере, о сцене в гостиной. Степан слушал, молча кивал, подливал мне в кружку крепкий, как смола, чай. «Вот оно как значит», — сказал он, когда я замолчал. «Жизнь-то она, Петрович, похлеще любого кино будет. И что теперь думаешь делать?» «Не знаю, Степа. Не знаю. Пустота внутри. Будто все выжгли. Как будто не было этих 50 лет. Словно я стер их, как стирают ненужную запись с телеграфной ленты». «Это ты зря», — покачал он головой. «Стереть не получится. Дочка у тебя есть, внук. Это не сотрешь. А с Ириной тут тебе решать. Люди, они, знаешь, меняются. А может, и не меняются вовсе. А просто мы их не теми видим, какими хотим видеть. Я провел у Степана 3 дня. 3 дня тишины, нарушаемой лишь пением птиц и скрипом старых сосен. Я ходил на реку,
Смотрел на неподвижную темную воду. Пытался рыбачить, но удочка валилась из рук. Я думал, вспоминал. Вспоминал Ирину. Не ту, что смеялась в объятиях Кости, а ту, другую. Ту девочку, что читала мне стихи на набережной. Ту молодую мать, что ночами не спала у кроватки больной Светы. Ту хозяйку, что пекла самые вкусные в мире оладьи. И я не мог соединить эти два образа в один. Они не совмещались, как два разных, не подходящих друг другу пазла. Была ли она несчастна со мной? Возможно. Я был простым человеком, со своими простыми радостями: рыбалка, домино, газета после ужина. Я не мог предложить ей ни Парижа, ни дорогих ресторанов, ни блеска столичной жизни, о которой так красиво рассказывал Костя. Я предлагал ей себя, свою любовь, свою верность. Оказалось, этого было мало. На 4-й день позвонила Света. «Пап, ты как?» «Мы волнуемся». «Нормально, дочка. Думаю. Мама совсем плоха. Не ест, не спит. Все время плачет. Петя спрашивает, где дедушка. Говорит, что ты на него обиделся и уехал». Слова про Петю резанули по сердцу. «Я приеду сегодня вечером». Дорога обратно была еще тяжелее. Я ехал не в неизвестность, а возвращался на пепелище. В дом, который перестал быть моим домом. Когда я вошел, Ирина сидела на том же диване в гостиной. За эти 3 дня она осунулась, постарела еще на 10 лет. Под глазами залегли темные тени. Она подняла на меня глаза, полные слез и надежды. «Толя, я пока поживу в Светиной комнате», — сказал я, не давая ей договорить. «Нам нужно решить, как жить дальше. Из-за Пети мы не можем просто разбежаться». Это было начало самой странной и мучительной поры в моей жизни. Мы жили в одном доме, как 2 чужих человека. Мы здоровались по утрам, передавали друг другу солонку за обедом, но между нами была ледяная стена. Я избегал оставаться с ней наедине. Уходил в сад, возился в гараже, читал запоем, лишь бы не думать, не говорить. Иногда по ночам я слышал, как она плачет в своей спальне, и мое сердце сжималось от странной смеси жалости и злости. Мне было жаль ее, потому что я видел, как она страдает, и я ненавидел ее за то, что она заставила страдать всех нас. Однажды вечером она подошла ко мне, когда я сидел на крыльце. «Толя, я знаю, что просить прощения бессмысленно. Я просто хочу, чтобы ты знал, это не было любовью с Костей. Это было как наваждение. Как будто я хотела прожить другую жизнь, чужую. Я смотрела на него и видела все то, чего у меня никогда не было. Легкость, деньги, свободу. Я была дурой, старой, глупой дурой, которая поверила в сказку. А когда поняла, что это просто грязь и пошлость, было уже поздно. Я запуталась. «Ты не запуталась, Ира. Ты сделала выбор», — ответил я, не глядя на нее. «Каждый день, каждый вторник и четверг ты делала этот выбор, и в нем не было места ни мне, ни Свете, ни Пете». Самым тяжелым было общение с внуком. Он постоянно спрашивал: «Деда, а почему ты больше не спишь с бабушкой? А почему вы не разговариваете? Вы поссорились?» Я не знал, что ему отвечать. Как объяснить 5-летнему ребенку, что мир взрослых бывает таким уродливым и страшным? Я обнимал его, прижимал к себе и говорил: «Все хорошо, малыш, дедушка просто устал». Так прошел месяц. А потом Света с мужем и Петей уехали на 2 недели в отпуск на море, мы с Ириной остались в доме одни. Тишина стала просто невыносимой. Она давила, звенела в ушах.
Я понял, что так больше продолжаться не может. Вечером я сел напротив нее за кухонным столом. «Ира, нам надо решить». Она подняла на меня заплаканные глаза. «Я сделаю все, как ты скажешь, Толя. Если хочешь, чтобы я ушла, я уйду». Я посмотрел на ее руки, лежащие на столе. Руки, которые пеленали нашу дочь, которые пекли мне оладьи, которые держали мою руку в самые трудные минуты. И я понял, что не могу просто вычеркнуть 50 лет. Не могу и не хочу. Боль никуда не делась. Но под пеплом обиды и предательства я нащупал что-то другое. Что-то теплое, живое. Привычку. Привязанность или остатки той самой любви, которая, как я думал, умерла. «Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить тебя, Ира», — сказал я медленно, подбирая слова. «Может быть и нет. Но я не хочу на старости лет остаться один. И не хочу, чтобы Петя рос, видя, как его бабушка и дедушка ненавидят друг друга. Давай попробуем. Не начать сначала — это невозможно, а просто жить дальше, рядом. Как два старых покалеченных дерева, которые вросли корнями друг в друга». Она не ответила. Только ее рука медленно потянулась через стол и накрыла мою, и я не отдернул свою. Мы так и сидим до сих пор. В одном доме, за одним столом. Иногда мне кажется, что между нами все та же ледяная стена, а иногда, когда она подает мне чашку чая, и наши пальцы случайно соприкасаются, я чувствую легкий трепет. И думаю, что, может быть, даже после самой страшной бури на пепелище может пробиться новый, тоненький росток. А может, это я просто опять надел свои розовые очки. Я не знаю. Знаю только, что впереди у нас старость, и встречать ее вдвоем все-таки не так страшно, как в одиночку, даже если один из двоих предатель. Или если оба мы просто два старых, уставших человека, которые когда-то очень сильно любили друг друга.